это средняя гигиена. Тогда посмотри протоки слюны. Потому что когда гигиена бывает, говорят, не вымывается. Нужно сразу смотреть протоки. 6 верхний. 1,6, 2,6. Это первое, что смотрится. Потому что может быть ксилостомия. Мало ли. В учебных кабинетах стоматологической клиники будущие врачи под контролем преподавателей приобретают ценный опыт. Проводят профилактические осмотры полости рта, удаляют зубной налет, практикуются в установке пломб. Процесс подготовки врача-стоматолога многогранный, но главная задача – обучить специалистов, обладающих клиническим мышлением, которые смогут брать на себя ответственность за лечение пациентов, уверена доктор медицинских наук Анна Ремизова. Заведующая кафедрой стоматологии номер 3 Северо-Осетинской государственной медицинской академии говорит: путь врача долгий и сложный, и только упорная работа, стремление к новым знаниям и навыкам способны со временем превратить человека в доктора и по призванию, и по совести. А любовь к медицине часто зарождается еще в детстве. Так было и у самой Анны Александровны, которую вдохновили личные примеры служения профессии и уважения к выбранному делу ее близких. Бабушка Анны Ремизовой – главный акушер-гинеколог Северной Осетии, заслуженный врач СОССР и РСФСР, уникальный хирург. Она много лет возглавляла профильное отделение, в том числе Центральной городской клинической больницы скорой помощи. Дедушка – главный физиотерапевт республики, старший лейтенант медицинской службы, много лет проработавший заведующим отделением физиотерапевтической республиканской клинической больницы во Владикавказе. Они меня воспитывали, много времени я с ними проводила. Они являлись для меня примером. Я видела, что они порядочные, хорошие, ответственные, благородные люди. Вот поэтому мне это все понравилось. Все начиналось здесь. Все начиналось в этих стенах. И, наверное, лучшего места для начала очень сложно придумать. Я поступила в 1995 году, окончила в 2000-м. Потом была целевая ординатура, Ставропольский университет. Я там проучилась 2 года, а потом уже уехала в Москву работать. В любой сфере начинающему специалисту нужен наставник, а в медицинской деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья людей, особенно. Именно такие люди курируют молодых специалистов, передают им накопленный опыт, являются источниками знаний и навыков. Анне Александровне с наставниками повезло. Преданные своему делу педагоги внесли большой вклад в ее становление и развитие как врача. Создали платформу для ее дальнейшей работы и карьеры. Сумели доказать, что стоматология – это медицина, наука и искусство одновременно. Много в моей жизни добра сделала Ирина Михайловна Макеева, директор института в Первом меде, стоматологического института. Оставил большой след Евгений Власович Боровский. Также я могу сказать о Гречишникове Владимире Игоревиче. Он был заведующей кафедрой в Ставропольском университете. И Валентина Николаевна Олесова. Когда организовался стоматологический факультет в Первом меде, пошла работать туда старшим лаборантом и уже от старшего лаборанта доработала до профессора кафедры. Была такая государственная академия имени Маймонида. Это меня пригласили возглавить кафедру ортопедической стоматологии с курсом сложного протезирования. Я ее возглавила, оставаясь тоже профессором на кафедре и завершая написание докторской. Потом пригласила Министерство образования Российской Федерации возглавить научно-исследовательский медицинский центр в Москве. Я его возглавила. Это был замечательный такой опыт организаторский. А потом ушла на руководящую тоже должность Минздрав Российской Федерации. Но там уже это было направление экстренной медицинской помощи, спорт, служба крови и так далее. А потом непосредственно уже приехала сюда и стала заведующей кафедрой. В то же время я параллельно совмещаю, являюсь заведующей лабораторией стоматологии и медицинских высоких технологий в МГУ имени Ломоносова. И как-то это все тоже стараюсь совмещать. Анна Александровна Ремизова имеет благодарность президента Российской Федерации, является заслуженным деятелем науки Республики Северная Осетия Алания. Она автор более 100 научных публикаций в российских и зарубежных профессиональных изданиях. Показателем работы является то,
где ты публикуешься, где ты издаешься и как тебя признает наша страна, зарубежные страны и так далее. Я могу сказать так, что вот по информационным технологиям, по искусственному интеллекту наша кафедра дала главу в нацруководство нашей страны. Это очень высоко, потому что это говорит о том, что инновационные технологии, они недалеки от нас, а мы являемся, можно сказать, опин-лидером. А также вышло очень интересное учебное пособие в первом издании нашей страны, имплантологических основах. И там полностью расписана цепочка, главная в имплантологии, и там тоже все указано в плане цифровизации. Это тоже, я считаю, огромным подспорьем. Также мы сейчас дали в печать 2 учебника. Это по гигиене полости рта и по профилактике и просвещению, которые будут выпуститься в 2024 году. Также на сегодняшний день пишу на Китай по основам эстетических реставраций. И книга будет переводиться на русский и китайский язык. А также в 2024 году планируется написание уже 4 учебников для нашей всей страны. Можно так похвастаться. Издание заказало 12 учебников для медицинских колледжев по специальности стоматология. 12 – это слишком много. Это нужно только сидеть и писать, и больше ничем не заниматься. И я согласилась на 6 учебников. И 2 мы уже отдали учебника, а 4 необходимо будет написать. Но я вам так скажу, что это замечательно, это хорошо, это интересно. Высокий уровень публикаций, индексируемых в международных базах данных, свидетельствует о большом научном потенциале вуза. Именно в стенах академии осуществляются научные разработки, проводятся исследования. Многие студенты стоматологического факультета успешно совмещают учебу в академии с экспериментами в лабораториях. Их новые, порой революционные идеи берутся на вооружение. В создании перспективных проектов участвуют ординаторы и аспиранты. Дорога молодым в науку открыта. На Северном Кавказе мы являемся конгломератом научно-исследовательской работы с нашими отечественными компаниями. И я не побоюсь этого слова сказать, что, наверное, мы на сегодняшний день опорная точка нашей страны. Несмотря на то, что мы находимся в Северной Осетии, а в Москве я являюсь экспертом РАН, Российской академии наук по специальности стоматология. И это тоже приятно, когда все исследования, которые проходят рассмотрения в нашей Российской Федерации. Для нас это большая честь, что предложили, и мы можем на сегодняшний день этим заниматься. Сейчас мы с вами пройдем виварий и познакомимся с аспирантом, который ведет исследование, и здесь его альма-матер. Здесь располагаются крысы, у нас беленькие, линии Вистер. Здесь они живут, здесь они питаются, здесь за ними уход. И здесь они нам помогают в науке. Трудно назвать медико-биологическую проблему, решение которой обошлось бы без использования в лабораторных целях крыс линии Вистер. Аспирант кафедры стоматологии Павел Битаров с помощью этих маленьких тружеников науки исследует приживаемость титановых имплантатов, которые будут применяться для людей, страдающих сахарным диабетом 2 типа. Пока что наш эксперимент – это первый в России, единственный в России такого масштаба, потому что мы делали КТ крысам, чтобы понять, куда вкручивать. Раньше это делалось как? В бедренную кость вкручивался имплантат, но мы сделали совсем по-другому. Мы вкрутили имплантаты в нижнюю челюсть. Посредством мы измеряли толщину челюсти, выдержит она нагрузку или нет. Это очень сложно, кропотливо, но нам это удалось. Результаты уже есть, результаты очень положительные. То есть наш чистый титан Grade 4 по сравнению с остальными превосходит все ожидания, и все очень прекрасно. Молодые ученые стоматологического факультета достигают выдающихся результатов. Сотрудничать с новаторами готовы ведущие научно-технические центры России. Мы являемся, не побоюсь этого слова, клинической базой
наших отечественных компаний по научно-исследовательским разработкам. Исследование, которое я считаю наиболее тоже интересным, это исследование, когда был ковид, мы первые практически в мире, наверное, так и есть, зашли в красную зону. Это работа аспирантки. Аспирантка зашла в красную зону, исследовать состояние ткани пародонта и стоматологический статус. Мы уже публиковали, у нас уже есть скопусные статьи. Вот, диссертация она будет завершена через год. Еще одна разработка стоматологического факультета превратилась в партнерский проект с российской компанией «Конмед». Исследование посвящено методу шинирования подвижных зубов специальным волокном для их стабилизации при пародонтите. На нашей кафедре разработано волокно, которое состоит из полиэтилентерефталатного материала и обладает высокой степенью биосовместимости, механической прочностью, химической стабильностью. Все эти данные позволяют создать шинирующий материал, удовлетворяющий все потребности стоматолога, пародонтолога. Это как раз вот показываем дизайн плетения под микроскопом под увеличением 130. Так что этот дизайн ранее неповторим, и он инновационен. Здесь научная мысль развивается и совершенствуется. Над каждым проектом работают до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение. Возьмем вот это волокно, да, наше. Оно мягенькое. И нам нужно будет вот здесь технически нужно будет тоненькую ниточку металлическую, чтобы она держала форму. Металлическую проволоку можно поставить в середине, можно поставить в верхней трети, да, вплести, да, вот сюда вплести. Но я думаю, для равномерного распределения нам нужно сделать сверху и снизу ее. Не пустить посерединке, а сделать сверху и снизу. В основе любого начинания должно быть желание добиться успеха, считает доктор медицинских наук Анна Ремизова. На факультете стоматологии Северо-Осетинской медицинской академии знают, как учить, чтобы врач мог гордиться своей профессией, а его пациенты – своим врачом. Вы знаете, мне больше всего приносит радость успехи, которые делают коллеги и ученики. Я за них радуюсь больше, чем за свои успехи. Вот это я вам могу сказать искренне совершенно. Я могу их поругать, я могу с ними быть строга, да, я могу им все сказать. Но, не дай бог, их там кто-то обидит. Я сразу как так очень живо реагирую. И это как родитель для своего ребенка. Когда сам ругает, не замечает. А если кто-то смотрит вот так, ну, чуть-чуть с обидой. Одна из главных задач факультета – стать своеобразной точкой роста для студентов, ординаторов и аспирантов. Подготовить специалистов, способных успешно решать клинические проблемы, развивать медицинскую науку, не бояться брать на себя ответственность за здоровье людей. После окончания медакадемии была возможность уехать в столицу, но после разговора с Анной Александровной я принял решение остаться здесь, потому что перспективы развития были не то что такие же, а даже еще лучше, чем могли предложить в других вузах. Я поступил в ординатуру и пришел за советом к Анне Александровне, как лучше поступить. Она меня спросила, кем ты хочешь стать? Я ей сказал, хирургом. На что она мне сразу дала ответ. Для того, чтобы стать хорошим хирургом, сначала надо стать хорошим диагностом. Освоить все виды и методы диагностики, которые сейчас есть в стоматологии. То есть, начиная от визиографии, от обычных прицельных снимков, заканчивая компьютерной томографией. Уже с первого курса у студентов есть возможность обучаться и осваивать мануальные навыки в мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре, оборудованном в соответствии с мировыми стандартами. Будущие врачи оттачивают навыки на специальных моделях в обстановке, имитирующей реальную. И в этом тоже заслуга профессора Анны Александровны Ремизовой. Центр аккредитации, он уникальный. В Российской Федерации такого симуляционного центра аккредитации нет. И он сделан по всем санэпид-нормам. То есть, если мы убираем симулятор и ставим сюда установку, вот вы видите симулятор, да, с
трансляцией на экран, с выводом трансляции в зону аккредитации, также и в лекционный зал, возможно, для проведения мастер-классов и так далее. Я вам сейчас продемонстрирую. Здесь идут занятия, и занимаются как студенты, готовятся к аккредитации, оттачивают свои навыки, а также и ординаторы, и аспиранты. Поэтому пойдемте, я вам покажу нашу клинику. Здесь у нас находится непосредственно, занимаются анестезией, отрабатывают навыки анестезии, как проводниковой анестезии, также инфильтрацию. Поэтому, пожалуйста, здесь указан вот нижнелуночковый нерв, который находится в нижнелуночковой канале, для проведения ментальной проводниковой анестезии. Вот на нижней челюсти. Вот здесь вы видите, как идет иннервация и кровоснабжение. Это очень удобно для отработки навыков. Также у нас есть инфильтрационный симулятор для проведения инфильтрационной, для правильного проведения инфильтрационной анестезии, когда неправильно красная лампочка загорается, когда все верно, зеленая. Ну а здесь мы видим вот такой замечательный отечественный симулятор. Он очень удобный. Его разрабатывали в Казани. Вот. То есть все. Правильно попал. Характерный звук, который с звуковой индикацией и визуализацией. Очень удобно. Я считаю, наука движется вперед, а симуляторы, они просто незаменимы. Кабинет, где отрабатывается сердечно-легочная и базовая реанимация. Студенты отрабатывают, и студенты, ординаторы отрабатывают навыки оказания первой помощи. И также при таких неотложных состояниях непосредственно в стоматологическом кабинете. Здесь мы видим стоматологическую установку, и сразу, если там анафилактический шок, не дай бог инфаркт и так далее, сразу оказывается непосредственно базовая сердечно-легочная реанимация. Здесь все идет на планшетах, сразу с искусственным интеллектом, и все это визуализируется. Сделали правильно – оживает, сделали неправильно – значит неправильно. И вот до автоматизма они отрабатывают эти навыки. Подход к обучению инновационный. Аудитории оснащены компьютерной техникой, мультимедийными проекторами. Есть даже робот-ассистированная хирургическая система да Винчи. Все больше начинают использоваться симуляторы на базе искусственного интеллекта для отработки операций и процедур, прежде чем выполнять их на реальных пациентах. Мы входим в зону, так как нас интересует голова-шея, и ординаторы, они должны вспомнить все, и если брать нашу специальность, мы должны им напомнить. Вот здесь мы видим офтальмологию, здесь мы видим лор, и полностью здесь идет визуализация. То есть здесь они изучают, какие есть патологические заболевания уха, а здесь непосредственно идет офтальмология. Здесь рассматривается дно глаза, а здесь уже непосредственно слуховой проход. Значит, хотела бы вам продемонстрировать и показать такую интересную комнату. Я считаю, она самая инновационная, где представлены эндоскопические стойки, кольпоскопия. И самое главное, это один из моих любимых симуляторов да Винчи. Почему я его так люблю? Потому что он, как один из немногих, развивает руки. Поэтому, если бы, я вам скажу честно, я была бы сейчас на лечебном факультете, да, или на педиатрическом факультете, и хотела бы чего-то добиться, я бы, наверное, здесь жила. Меня бы здесь закрывали, открывали, а я бы жила возле этого прибора. Ну, зато бы и руки работали, и голова соединилась. Мне кажется, он замечательный. И самое главное, такого прибора на Кавказе, но, слава богу, у нас есть. Профессия стоматолога считается весьма престижной и остается на пике популярности у абитуриентов, поступающих в медицинские вузы. За 7 лет работы Анны Ремезовой кафедра стоматологии номер 3 Северо-Осетинской медицинской академии выпустила 891 студента, 33 интерна и 102 ординатора. Повышение квалификаций прошли 185 человек. Сейчас на факультете обучаются 864 студента и 76 ординаторов. Конечно, рынок стоматологических услуг во Владикавказе перенасыщен. Для грамотных специалистов с богатым опытом это не проблема. Но молодым врачам приходится сложно. Нужно время, чтобы заработать авторитет и завоевать имя. Хорошо, когда есть стремление и необходимые знания. А вот ошибочный выбор этой профессии не просто нежелателен, он опасен. Прежде чем решить учиться на врача, следует проанализировать готовность посвятить этой работе всю свою жизнь.
Вообще, вот как понять, что человек готов к медицине? Очень много зависит от психики человека, как он реагирует на стресс. Потому что каждый день в медицине ты работаешь с человеческой жизнью, ты работаешь с человеком. Это риск. Сделал анестезию, вдруг станет плохо, там анафилактический шок, обморок и так далее. То есть человек должен быть, первое, стрессоустойчивым. Если мы видим, что у человека объем памяти, он не держит информацию, вот запомнил, краткосрочная память, вот через недельку спросишь, а он уже бедненький не помнит, как эта косточка называлась, какой нерв шел, ну не помнит. А так вроде ответил, учил. Краткосрочная такая память. Это тоже, конечно, не для медицины. Математику не знает, статистику не может высчитывать, не может с циферками работать. Ну какая тут наука? Если неорганизованный вовремя не встает, уже пропуски будет. Слишком дружелюбный, вышел из дому, друг позвал или подруга, завернула налево, на занятия не пришла. Вы понимаете, тоже какой-то такой момент. Нет внутренней организации, нет системы, нет режима. То мы понимаем, конечно, что уже ребенок не добьется. Поэтому, конечно, видим. И стараемся помочь этим деткам, но если мы понимаем, что не могут они усвоить, ну тогда отчисляем. Совершенно правильно говорят, что врач – это призвание. Мне кажется, изначально сам ребенок это чувствует, если у него есть склонность к этому. Так же, как футболист не может без мяча. Он постоянно на улице, он постоянно бегает. Так же, как военный не может без этого военного дела. Понимаете? То же самое врач. Врач – это призвание. Мне кажется, врачом рождаются. Такой Божий дар. Да, конечно, есть переизбыток стоматологов, это факт. Но это как, вы знаете, хороший музыкант. Их много не бывает. Жизнь – это движение, процесс развития. Благодаря стремлению познавать что-то новое можно достичь небывалых высот, говорит доктор наук. Каждый по-своему входит во взрослую самостоятельную жизнь. Одни осторожно, другие смело и решительно. Но любой молодой человек ищет пример, хочет равняться на достойного. И хорошо, если пример этот они видят в своих преподавателях-наставниках, которые несли и продолжают нести к алтарю науки знания, опыт, талант и свой труд. Будущее факультета, я делаю все для этого, чтобы было хорошим, потому что сейчас самое главное – создать методологию, создать школу. Школу экспериментальную и школу клиническую, чтобы те, кто работают, могли заниматься научным исследованием. Это всегда передается от учителя ученику. Самое главное, что нужно выбрать достойных, дать возможность выучиться, помочь, а они уже помогут другим. Но нужно создать базу. Многие как-то так относятся, вот выучился, ушел, да, развивается дальше. Какая-то такая присутствует, а вот как он мог уйти? Мы только рады. Если поменял на лучшее, это супер, пожалуйста. Стал еще более выдающимся, замечательно, мы им гордимся. Поэтому у нас такого нет. Мы, наоборот, заинтересованы дать продвигаться. Только продвигаться и только вперед. Вот в этом большая заслуга кафедры. Мы как поршень. Мы давим и заставляем двигаться, мы заставляем идти вперед. Служить профессии самозабвенно способен не каждый. Как бы далеко ни шагнула медицинская наука, жизнь врача остается трудной, тревожной, героической и возвышенной. Но тот, кто гармонично сочетает свои умения и таланты с желанием быть полезным людям, способен добиться успеха в выбранном деле, считает профессор. Я люблю свою профессию за то, что она дает свободу. Свободу творчества. Ты можешь и клиникой заниматься, ты можешь заниматься и наукой, ты можешь совмещать, ты можешь и на фирме работать, то ты можешь заняться бизнесом. То есть очень она многосторонняя. Мне нравится, что там есть возможность работать руками. Я люблю работать руками. Мне нравится это очень. Наверное, я
прошлой жизни была ремесленником. Моя самая профессиональная удача – это было то, что генетическая предрасположенность у меня к этому есть. А то, что касается еще, наверное, удачи, ну, наверное, это жить с умным человеком. Кто-то в семье умнее, но кто-то в чем-то умнее, кто-то в каких-то других вопросах. Но мне кажется, мужчина всегда умнее. Как бы это грустно для женщины не звучало. Основные обязанности, как и любого человека, это быть хорошим человеком. Да? А вторая обязанность – это быть хорошей мамой. А третья обязанность, конечно, это быть учителем, наставником. Вот это, наверное, оставить след в сердцах хороших и добрых людей. Рабочий день у меня больше, чем у другого человека. И причем это у меня рабочий день больше уже с института. То есть я больше 4 часов не сплю. Поэтому это такое, когда говорят, как человек успевает. Он, наверное, чем-то жертвует. Вот я жертвую сном. Вы знаете, я вам могу сказать собственного опыта. То, что приносит какое-то напряжение, усталость, значит, человек, он не на своем месте. Меня никогда не было, мне как-то это всегда все очень легко, где бы я ни работала. Вот я, наверное, счастливый человек, потому что мне работа приносит удовольствие. И работа с аспирантами, с ординаторами, со студентами, с коллегами, она приносит свои плоды. Искренняя любовь к своему делу – чувство заразительное. Иначе как объяснить, что на факультете появляются новые яркие имена, осваиваются перспективные направления научного знания, воплощаются в практику смелые передовые идеи? Это огромный труд находить правильный подход к молодым людям, чтобы те могли с интересом получать знания, верить в себя и свои возможности, открывая новые горизонты науки. Анна Александровна умеет объединять и мотивировать людей, решать сложные вопросы, давать разумные советы. Она уверена, трудолюбие, профессиональный азарт и созидательная энергия способны творить чудеса. Успех приходит к тем, кто не сдается.